Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити Аслан Арцуев. Сегодня 20, если я не ошибаюсь, августа 2022 года. Время 20 часов 12 минут по Берлину и 21 час 12 минут по Джахару, соответственно. Друзья, заходите, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, распространяйте ссылку на наш стрим и давайте пообщаемся. Как обычно, я вам сегодня вначале расскажу сводку с фронтов. Привет из Польши, привет, Польша. Витаю вас. Сводки с полей боев от Генерального штаба Збройных сил Украины. Друзья, ставьте лайки. Лайки можно ставить огромное количество. Просто можете нажимать пальцем. И будет все отлично. Чем больше вы поставите лайков, чем больше вы напишите комментариев, распространите ссылку в сетях, тем больше людей увидят правду, которую фашисты пытаются скрыть. Да, сегодня 20 августа. Так, Белиссимо, привет, Белиссимо, ты всегда в ТикТоке, я смотрю. Так, итак, давайте, друзья, пока мы собираемся, я быстренько расскажу, сколько потерь у русских фашистов в Украине. Итак, с 24 февраля, напоминаю еще раз, по 20 августа, не с 2014 года, а с 22 года все это учитывается. За последние сутки уничтожено 200 штук оккупантов, 44 900 в общей сложности их стало, 1907 танков общей сложности, 8 за сутки, 17 боевых бронированных машин, 4212, соответственно, за все время с 24 февраля, 2 артиллерийских системы, 1018 в общей сложности, 266 РСЗО, 0, к сожалению, за сутки, 144 антиаэркрафт, тоже 0, 234 летаков и 197 геликоптеров, тоже по нулям, не летают. Вы знаете, что очень много уничтожено, я вам это тоже расскажу. Еще говорят, чуть ли не 50, около 50 штук уничтожено самолетов в русском Крыму. Так, 803 БПЛА оперативно-тактического уровня, 8 штук за сутки, 190 крылатых ракет, 0 за сутки, корабли катера 15, тоже без изменения, 3137 автомобильной техники цистерн, 7 штук за сутки, 3137 в общей сложности и 3 специальной техники. Итого их стало 97. Специальная техника – это такой товар, который не так часто нас радует новостями Генеральный штаб. Вот такие вот потери у террористов, которые напали на Украину. Далее 775 миллионов долларов дополнительной военной помощи США выделят Украине. Вот вам здрасте. Господи, благослови Америку. Также сообщаю, что по Севастополю вчера был нанесен удар, сегодня утром был нанесен еще, по-моему, это сегодня был утром нанесен или ночью был нанесен. Нет, в 7 утра где-то, или в 6, или в 7 утра был по штабу Черноморского флота, который по своей наивности украинцы не выкинули еще тогда, до 2014 года. И вот по ним был нанесен удар. Украинцы не говорят, что это они били. Это и не важно, говорят они или нет. Главное, по штабу Черноморского флота нанесен удар беспилотником. Также сообщается, вот я не знаю, насколько эта информация, ее нужно еще проверять, но она уже поступила. Вот вчера я сообщал, что по Запорожской атомной электростанции никакой утечки не будет, ничего не будет.
Ранее, помните, террористы грозились нанести удар по Украине, что вот-вот мы сейчас тактический ядерный удар нанесем, мы там это, мы там то и так далее, и так далее. И Борис Джонсон, надоело ему это все слушать, или он услышал меня, так как я об этом говорил, что просто достаточно заявить, что мы ответим. Ну, конечно же, не просто сказать, а просто так премьер-министры и разные серьезные люди с высоких кабинетов на Западе не говорят просто так как в отличие от Путина и других, они подотчетны. Так вот, Борис Джонсон сказал, если же вы нанесете удар не по стране НАТО, а по Украине, то Великобритания оставляет за собой право, нанесет ответный удар по России, не право, он сказал, мы нанесем ответный удар, не согласовывая с остальными членами НАТО. После этого все, заткнулись, больше вы не слышали, вы больше не услышали. Оксана, спасибо большое за подарочки. Так вот, далее. Нанесение тактического ядерного удара уже забыли. Да, как будто и не говорили об этом. Начали, захватили, как мы знаем, Запорожскую атомную электростанцию и начали грозиться, что вот они ее взорвут, что будет сейчас катастрофа и так далее. А эта катастрофа может повлиять и на Европу. Она может, конечно, на Россию повлиять, но она может в такой же степени повлиять и на Европу. И вот сегодня Великобритания и США предупредили, что рассмотрит удар России по Запорожской атомной электростанции за основу для применения статьи 5 НАТО. Это значит, все одновременно будут отвечать. Председатель спецкома по обороне Палаты общин Тобиас Элвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки России на Запорожскую АЭС НАТО следует ссылаться на статью 5 своего устава. Россияне на Запорожской АЭС разместили военную технику и боеприпасы. То есть, еще немножко, и вы больше не услышите вообще ничего про Запорожскую атомную электростанцию. Как вы не слышали ранее, до того, пока орки не пришли на священную украинскую землю. Вот такие вот дела. Друзья, спасибо за подарки. Спасибо, что ставите лайки. Это очень помогает продвигать. Слава Украине, слава Ичкерии, Раша Параша. Героям слава, Владимир. Рад вам. Здравствуйте, здравствуйте. И всех вас, друзья, приветствую. Привет из Польши. Это уже было. Так. Ага. Потому Джонсон попросил его выгнать с парламента, говорит Инна Мюллер. Ой, опять эти товарищи пришли к нам и начали тут объяснять. Нет, это не поэтому. Ладно, не буду тебе долго объяснять. Не поэтому. Да, ты же знаешь, что не поэтому. Что вы курите? Ольга, вы под чем? Не под чем. Так, слава Украине, слава свободной Ичкерии, Анур, Казахстан. Героям слава, Аллах, Казахстан, Анур. Аллах, Казахстан, брат. Так, вот такие вот дела, друзья. Так, сейчас я вам... еще очень такая новость, которую тоже нужно, чтобы она осталась в информационном пространстве. Шевчук есть такой, Юра, с украинской фамилией. Вот этот товарищ принимал активное участие в русско-чеченской войне. Он приезжал и бринцал на своей балалайке и, поднимал дух, который упал ниже плинтуса русских оккупантов, убийц и садистов. Он им дух поднимал. Сейчас же, видимо, идет легендирование. Вот вы сейчас увидите, он в Украине сейчас появится, он станет таким, появятся разные агентура спецслужб, ФСБ, там еще кого-то, которые будут поддерживать Шевчука и так далее. Так вот, Юрок Шевчук заявил, что он поддерживал, что вот он там
пишет заявление. Я выступал, говорит, против войны в любой стране, в любое время. Выступал против войны во Вьетнаме. Ну, конечно, там американцы воевали. Ну, русские как бы там, как были инструкторами, как бы. В Афганистане, Югославии и Чечне. Абхазии, Грузии, Осетии, Карабахе и так далее. Смотрите антивоенный концерт, говорит в этом же своем заявлении Шевчук, группы ДДТ 2008 года. Я напомню вам, что геноцид чеченского народа происходил с 1994 года и по сегодняшний день он продолжается. И в 2008 году, когда уже на Грузию напали, видимо, легендирование началось уже таким образом, и Шевчук тогда уже, видимо, какой-то антивоенный концерт запустил в 2008 году. А в Чечне, в Чеченской республике Ичкерия, у меня огромное количество фотографий, у меня есть и в интернете это есть, и видео есть, и фото есть. Шевчук поднимал дух, приезжал и брынцал на своей вот этой балалайке. Поэтому сейчас, видимо, идет легендирование. Есть такая Овсянникова, пропагандонша, вы знаете, которая была ведущей много лет на Первом канале. И теперь она, бедная, выступает оппозицией там, к Путину и к войне в Украине. Украинцам может показаться, что плохого, ну, пускай говорит и так далее, и так далее. Друзья, это тоже один из таких трюков российских спецслужб, поверьте просто на слово. Если для того, чтобы этим людям делаются легенды, для того, чтобы они внедрялись в ваше общество. Смотрите на бэкграунд, смотрите на их биографию, если вы кого-то к себе подпускаете. И что вот он сейчас изменился, стал другим, не верьте, не верьте ни Овсянниковой, ни Шевчуку. Шевчук с украинской фамилией, и, скорее всего, это будет сейчас приедет как и Невзоров. Короче говоря, легендирование идет успешно. Но и за то, что вот Шевчук критиковал так называемую военную спецоперацию в Украине, ему присудили штраф 50 тысяч рублей, как и Овсянниковой. Другим же дают реальные сроки, есть случай 7 лет, там, до 10 лет, по-моему, сейчас они ввели. А вот Шевчуку, ну, потом объяснят, что это известный человек, поэтому, чтобы не ссориться там и так далее, и так далее. Вот если бы не ссориться, то Шевчука уже закопали бы. Вот чтобы если не ссориться, понимаете? И никто не собирается жалеть. Например, ну, известных людей. Наоборот, вот эти известные там люди, которые кормились с бюджета, а Шевчук без сомнения кормился, получал там заказы от государства на свои песенки, и в армию его там приглашали тоже не за бесплатно на казенные бабосы. Неплохо себя чувствовал Шевчук. Так вот, эти товарищи будут, ему присудили 50 тысяч, Овсянниковой тоже 50 тысяч, и все будут доказывать, что он известный. Нет, есть такой генерал ФСБ Гудков. У Сотника он генерал на канале у Сотника, а другим он и его сын мне ранее представлялся как полковником, что ли, или подполковником. Это давно было, когда я с ним в Фейсбуке переписывался с его сыном. И потом я об этом начал говорить, почему Сотник называет его генералом. Я не сомневаюсь, что, конечно, Геннадий Гудков – генерал КГБ, ФСБ. Но, видимо, уходил он по легенде, и сын мне выдал эту тайну, ну, что было известно всем. Выдал то, что он ушел полковником или подполковником, не помню. Где-то у меня есть скриншот даже нашего общения в Facebook. Сейчас Гудков, которого и сына, и отца на украинском телевидении просто заполонили, скоро будете и собачку, и жучку, там и кошечку приглашать Гудковых. Не знаю, ну, я-то знаю, почему все это делается, но вот почему-то делается, да. Я надеюсь, что этому будет положен конец. И вчера смотрю
очередное. Мы знаем, что и Фейкин, который живет, по всей видимости, в России, об этом никто не знает, где он живет, ну, значит, в России, если не говорит, где живет. Еще какой-то молодой человек вчера из Москвы берет интервью у Гудкова. И никто Гудкова не преследует. Литвиненко убили. Применили полоний, который стоил миллионы долларов. Применили в центре Лондона, отравили сотни или, по-моему, тысячи человек было отравлено этим ядерным терактом, который был устроен Патрушевым и Путиным в центре Лондона. А Гудкова никто не трогает. Невероятно. Его сына, правда, посадили там, как и Шевчука, и Овсянникова тоже там сколько? 15 суток, что ли. Смешно просто даже говорить об этом. 15 суток дали и так далее. Короче, вот такая вот ситуация. Короче, ждите, украинцы, Шевчука. Скоро у вас будет свой чувачок, где он будет петь песенки вам. Сладкие песенки. Я Шевчуку поверил, говорит Кайрат Жутболов. А зря, Кайрат, а зря. Спроси чеченцев, они тебе все скажут. Кому им верить? Знаете, у нас был такой, потом он был в Донецке уже за этих, ну, за своих. Бабицкий, Андрей Бабицкий. Так вот, вы даже не представляете, какой это был человек за чеченцев, за свободу, за борьбу, ну и так далее, и так далее, и так далее. Оказался, он работал на радио Свободы, такие слова он находил, так он нас подбадривал, ему доверял и Басаев, и все наши там самые видные политические деятели и командиры, и так далее, и так далее. Выяснилось, что это сотрудник ФСБ. Обычный бич, агент, не сотрудник, а агент ФСБ, который потом появился в Донецке, так называемой ДНР, и уже выступал, опуская Чеченскую республику Ичкерию, которой тысячи лет история, свой язык, культура и так далее, до какого-то бандитского образования из предателей, из Лугандони. Он поехал туда, и как бы он выступал же за чеченцев, теперь он выступает за ДНР, и тем самым это показывает, что вот Бабицкий такой вот, что ДНР и Чеченская республика Ичкерия это, ну, вот, равные образования, приблизительно для этого это делалось. Говорят, умер недавно, перед Богом теперь ему отвечать за все свои вот эти подлости. Но факт остается фактом. Поэтому словам не верьте. Смотрите на бэкграунд, смотрите на их биографию. Если они связаны с КГБ или там со спецслужбами, не верьте. Абсолютно, ни в коем случае, никогда. Поверьте, там такие слова подберут, что вы просто растаете. Просто. Даже если вы из камня вырастаете, так они умеют подбирать слова. Так, друзья, я немножко перемотаю. Так. Я хочу поверить. Так. Галкин тоже известный. Галкин, ну смотрите, эти все люди, что Пугачева, что Галкин, я бы не стал верить. Вот какой вам резон, украинцы, скажите, что вот какие-то их там певцы и певички приехали и сказали, что мы поддерживаем Украину. Ну что в этом суперского? Я просто не понимаю. Даже если их поклонники там в России скажут, да мы поддерживаем, они ничего не решают. Народу России ничего не решает. Вот в начале войны это было особенно заметно. Когда украинцы пытались всячески поднять народ, да, показать, смотрите, ребят, в Чечню приезжали матери солдат, и украинцы показывали пленных, трупы и говорили, ну приезжайте, забирайте. И я делал видео по этому поводу, я обращался тоже и к Зеленскому, и к кадыровцам, и к мудыровцам, и так далее. Но народ не поднимался. Той свободы, которая была в 1994 году, ее уже нет в России.
Все, там уже гайки закручены. 20 лет Путин с 22 года закручивал Путин эти гайки. Убивал всех, ставил своих людей везде. Все демократические институты уничтожены. Вернее, полностью превратили в симулятор. Вот такая вот. Не верьте ни Галкину, ни Киркорову, ни Пугачевой, никому из России. Мы, чеченцы, не россияне. Я вам просто советую, да, не разбираться в сортах, просто сказать: все товарищи, мы вас всех любим, уважаем, ну подождите, пока не закончится русско-украинская война. Потом вы можете приехать и уже с нами подружиться. Вот такие вот дела. Друзья, спасибо, что ставите лайки. Распространяйте ссылку. Да, Кайрат, Геннадий Гудков, я именно о нем говорил. Так. Друзья, вы тут, я смотрю, уже нормально друг с другом общаетесь. Так же, как и указ за них решает Америка. И уголовный кодекс, ты имеешь, за них решает Америка. Я что-то тебя не понял. Попросите зрителей поделиться трансляцией, пригласить друзей. Мне тут сообщает ТикТок. Друзья, видимо, вы уже все спите. Масса примеров, санкции, пример и так далее. Так, это не мне. Ну, вы тут между собой пообщайтесь, друзья. Я вам тогда еще новость расскажу. Ага, сейчас, одну минутку. Сейчас, одну минутку. Еще, смотрите, на всех западных русскоязычных ресурсах, Deutsche Welle, я вот это могу видеть. Кстати говоря, Deutsche Welle очень сейчас хорошо освещает украинское событие. Вы не представляете, до какой помойки скатился этот Deutsche Welle, ну, буквально год назад. Сейчас же я просто удивлен, как все там исправляется, чтобы не сглазить, постучим по дереву. Поэтому, ну, короче говоря, Deutsche Welle очень себя хорошо показывает. Но, как мы знаем, Меркель посещала Навального, который приезжал сюда якобы отравленный, что я абсолютно в это не верю. И сегодня у него день рождения или день отравления, не знаю. Вот что пишет Навальный из тюрьмы. Самый известный оппозиционер, который... А в тюрьме нельзя пользоваться телефонами, как мы знаем. Но у Навального есть такая возможность. Он сидит, его люди выпускают ролики, которые набирают 100 миллионов просмотров. Там, ну, масса просто всего и вся. А Навального не убивают. Когда мы, чеченцы, об этом говорим, что не бывает такого, а я, как человек, который непосредственно занимался вот этими уголовными делами, всяким разным, я прекрасно знаю, мне никто ничего не докажет, что Навального так долго держали и не мочили. Потом его отравили и сейчас посадили. Ему дали телефон, и он спокойно общается, выносит там разные... Ну, там много, масса просто всего. Ну, не об этом. Украинцы, вы меня сейчас поймете, что я имею в виду. Здесь Deutsche Welle сообщает. Ровно 2 года назад, сообщает Навальный. А через Deutsche Welle нам сообщает, что это говорит Навальный. 2 года назад в России отравили Алексея Навального. И от того, что я выжил, говорит Навальный, Кремль поймал такую огорчуху, что посадил меня сначала на 3,5 года, а потом и на 9 лет, написал оппозиционер. По его словам, это покушение изобличило Путина и его систему, показав преступность провального режима, его режима. А теперь, украинцы, вспомните, как сдавались бойцы Азова в Азовстале при наблюдении, при участии наблюдателей, международных наблюдателей под гарантией русских террористов в соответствии с международными конвенциями о ведении войны, законов, правил и обычаев войны. И как они их на глазах фактически у всего мира просто массово казнили пленных. А Навального не могут. Им стыдно, понимаете? Да вдруг репутация испортится. И нам рассказывают, что главный претендент на пост, хотя по его вот этим
словам, по его вот этим высказываниям, огорчуха там. Ну, это обычный московский ватник обычный. Нацист, конечно же, фашист, а как же? Русский должен быть обязательно нацистом и фашистом, а то он никаким политиком быть не может. Так вот, расскажите теперь украинцам, что в тюрьме в России, на России не убивают людей. Это же ложь. Вот какая вот ситуация. Вот такой вот случай. Навального не могут убить. Представьте себе, представьте. Невероятно просто. Какой же этот Навальный мощный. Его даже убить не могут. Так, сейчас я вам еще расскажу новость. Так, конечно же, по русскому Крыму наносится удар, по Севастополю, что супер. И ничего больше того, что они вам сделали уже, они сделать не могут. Вы даже не представляете, как они вас ненавидят за то, что не могут вас победить. Слава Украине и ее войску. Так, друзья, перехожу к вашим комментариям. Так. Масса примеров, санкций, и так далее. Так, другой пример. Так. Deutsche Welle, Шпигель — это самые ложные СМИ. Спроси у немцев, они тебя свели куда подальше. Я тебе говорю не про немцев, а про русскоязычный Deutsche Welle, который я сам читаю. Давным-давно причем, немецкая волна, да? Давно читаю. Поэтому мне не нужно спрашивать у немцев. Я прекрасно сам знаю, что за помойка был буквально до начала даже этой войны, полгода назад, может быть, еще чуть больше назад, вот этот Deutsche Welle. И я их лично критиковал. И не только их, а всех, кого только можно было и заслуживали кто. Поэтому мне немцы спрашивать не надо. Тем более они по-русски читать не умеют, наверное. А сейчас я вижу, как они очень-очень четко, правильно, видимо, там нормальный коллектив журналистов собрался, или, может быть, один прокрался, наш бендеровец. Наверное, так, да. Бандеровец. Точнее, да. Так, Навальный, Ходорковский и так далее. Все они империалисты и шовинисты. Да, но если называть никнейм, если называть их империалистами, им это нравится. Я их называю фашистами. Потому что русский империализм — это самый чистый, чистокровный, без примесей, как говорится. Это единственное чистокровное, что есть в русской скрепе. Так вот, это их русский фашизм. Это их империализм. Я их называю фашистами. Самый настоящий. Как и вся их страна. Может быть, убьют еще. Нет, не убьют, Игорь, Анна. Не убьют. Не убьют. Понимаете? Потому что я вам расскажу одну еще историю из своей жизни. Сейчас, если я начну все детали рассказывать, можно будет что-то вычислить. Короче говоря, не вдаваясь во все подробности, могу рассказать про одного человека, который был такой, по-моему, звали Владимир Хейфиц. Или Виталий Владимир, по-моему, Хейфиц был такой генерал КГБ, у которого были звезды, воровские звезды, вот здесь на плечах. И один человек зашел к нему в дом и увидел у него на стене картину, на которой изображен он в генеральском кителе, КГБшном генеральском кителе. И у него воровские здесь звезды. И вот тот его спрашивает, а почему у тебя звезды воровские, а портрет у тебя китель генеральский, КГБшный, ФСБшный. И он говорит, я 10 лет отмотал, внедрялся в банк. Я хочу сказать, что вот сейчас Навальный, говорит, ему 9 лет докинули, там 3,5 года он отсидел, сейчас еще 9 докинули. Это все фигня, это легендирование, это создается легенда.
Легенда, я так понимаю, из-за того, что сейчас Шольц, наш канцлер, сказал об этом, Меркель, когда еще была канцлером, посещала его. И Шольц говорит, что он его тоже посещал. То есть Меркель, Шольц, еще когда не был канцлером, но Шольц был известным человеком, лидером своей партии. Вот эти люди все посетили Навального. Представьте, отравили какого-то человека, и его посещают в Шарите, у нас тут есть больница в Берлине, и там посещают его первые лица просто Германии. Ребят, он связан с немецкими спецслужбами, я не сомневаюсь, потому что невозможно. Или же эти лидеры, которые посетили его, связаны с русскими спецслужбами. Просто другого объяснения нет. Не может какой-то русский оппозиционер, которого пытались даже убить, его так здесь принимать и так поддерживать. И потом он сидит в тюрьме. Да там масса просто всего. Начиная от этого расследования Христа Грозева, который иногда такую пургу гонит, особенно касательно чеченской темы, как он гнал тут пургу. И при этом все время Христо Грозев работал в это время, когда был геноцид чеченского народа. Христо Грозев работал в Москве, руководил радио, зарабатывал деньги. И радио называлось «Катюша». Та самая «Катюша», «Катюша Град», там «Ураган», системы залпового огня, которыми убивали чеченцев массово. Поэтому, да, Христо Грозев, не скажу за Христо Грозев, я скажу за Bellingcat, Bellingcat проводит очень хорошие расследования, очень профессиональные проводят расследования, но, знаете, всегда можно где-то чуть-чуть изменить, как говорится, один ДНК, и получится не мышка, а динозавр. Поэтому верить нужно только проверенной информации. Вот как-то так. Его не убьют, еще раз, Игорь, я вам говорю, не убьют. Я очень сильно сомневаюсь, что убьют, потому что его убили бы еще давным-давно. Если бы было. И, что за ерунда такая? Тебя отравляют, травят, да? Может быть, какое-то применение мелкое было, потом нашли, сказали. Я не верю, конечно. Может быть, там вообще какая-то маленькая доза, чтобы когда его отправят в Германию на лечение, там в лаборатории найдут новичком, да, по-моему, говорили, травили. Самое интересное в этой истории было то, что человек, гражданин России, якобы отравленный в России, то есть место территориальная привязка, это Россия, лежит в больнице, с ним все нормально, да, он не умер, врачи борются за его жизнь там и так далее, якобы. И ему разрешают выехать, его выпускают за границу. Вы можете себе представить? И новичок потом находят на вещах. Значит, добровольно Путин должен применить новичок. Это его враг. Высшие политические силы России заказывали, по идее, должны заказывать это преступление. И они сами себе, зная, какая тут медицина, зная, как покушение, убийство Литвиненко было раскрыто, хотя они надеялись, что не раскроется, потому что применение полония-210 это такая вообще мощная такая тема была. И они очень надеялись. Патрушев до этого сказал, что до убийства Литвиненко, он сказал, что это супер какая-то у них оружие какое-то есть, что они все враги, тряситесь, бойтесь. И сели в лужу, полностью раскрыт этот был террористический акт. А тут выпускают Навального. И таких вещей огромное количество. Потом они звонят ФСБшникам. И случайно ФСБшник, отравитель, убийца, который прекрасно знает, чем он занимается, говорит с Навальным, не узнает Навального, о котором говорят во всем мире, во всей России.
общается с ним, рассказывает ему разные там детали, вещи. И человек, который сам охотится за Навальным, он не знает его голоса. Это невероятно, как они... На лоха просто, на лоха. И все, и ведутся люди, ведутся. Поэтому не убьют Навального, не волнуйтесь за него. А что у вас в Крыму? В Крыму все отлично. Все бегут в сторону России. Не позорь нацию чеченцев, говорит Гор. В смысле не позорю? Почему я должен ее позорить? Я не позорю. А ты за чеченцев, да, я так полагаю, переживаешь, Гор? Да? Ну тогда тебе за русским кораблем. Шольца намыло. Так, свобода России, говорит. Вот, Майнхард, свобода России, это правильно. Так, так. Ой, сколько тут этих набежало наших родных троллей. Американская козырная карта, Дион. Да, Серега, я такой, Дион. Немцы многие за Путина, но не за попрошайку. Немцы многие за Путина, но не за попрошайку. Не понял. Мадлена. Allah reis goylon, Мадлен. Yazınak dika madat. Allah reis goylon. Mandoş yazdir qay. Daya kuçure. Ho. At Мадленик. Юхте Тарион. Боже, храни США. Правильно, Кайрат. Правильно. Мадлена, ты мой герой, Дион. Что ты говоришь русским, это неинтересно. Что ты говоришь русским, это неинтересно. Да мне по барабану, интересно вам или нет. Украина, и не говори за всех русских, кстати говоря. Украина, мы с вами, говорит Миша. Да, мы с вами, Украина. Да, смерть врагам. Так, подождите, я одного этого тут, этого чувака выкину отсюда. Ну, сейчас, подождите, надо как-то это сделать, да. Так, вот. Так, чтобы Мадлену не отвлекал, отправим-ка вот этого подхолопного себе. Навальный враг, говорит Серега. Абсолютно. Кстати говоря, про Крым, про бутерброд, вы помните активную фазу боевых действий, я вам рассказал про Христа Грозева, как он в Питере радиостанцию вел, Катюша там, ну, не вел, а владел, очень небедный человек, скажем так. А вот сам Навальный поддерживал, призывал убивать чернооких, скажем так. Но вы знаете, как нас любят величать великий русский народ, подчеркивая свою величавость. Вот этот призывал легализовать оружие, чтобы мочить вот нас, тех, кто боремся за свою свободу, сравнивая нас с тараканами и с грызунами. Ассаламу алейкум, всем добрый вечер, приветствую всех вас. Сейчас какие новости про украинские котла? Алейкум ассалам, я не знаю. Ассаламу алейкум, алейкум салам, Буарз. Так. Всегда, когда попадаю к вам на эфиры, заслушаюсь. Спасибо вам, Елизавета. Пожалуйста. Всегда пожалуйста. Как не понял, зелье-то кто? Как не понял, зелье-то так. Сколько ты себе отмерил, говорит Серега. В смысле? 100 лет как минимум, Серега. Ты чё? Конечно, да. Так, мама отправил розу. Да, мама, Баркал. Расскажи, как Навальный призывал бомбить Тбилиси и называл грузин грузина. Абсолютно точно, совершенно. Это самый настоящий фашист. Самый настоящий фашист. Я не знаю, почему немцы поддерживают. Они там сторонятся всем вот этого фашизма, там очень боятся, что их там упрекнут чем-то. Но фашиста Навального они почему-то поддерживают. Странно.
Nasıl abiyah mobilasyon non zaslужил. Madlen şiye mehte elderi dam дал духа Йоэль. Ассаламу алейкум всем братьям и сестрам. Добрый вебех, бельцам мадецом. Ассаламу алейкум всем братьям и сестрам. Добрый вечер, приветствую все. Витаю, алейкум ассалам, витаю тебя. Так, Александр поделился трансляцией. Вот, Александр, молодец. Делитесь трансляцией, друзья. Делитесь трансляцией. Явилась истина и сгинула ложь. Ассаламу алейкум ва раматтуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам. Явилась истина и сгинула ложь. Так. Слава Украине, героям слава. А сам сидишь в Берлине. Нет, не в Берлине, в Гамбурге. Город Гамбург. Аслан Сумбях Мобильцабюльца проблеме Мадлен. Что вы думаете о Максиме Шевченко? Он комментирует события на Украине, говорит Вита. Понятно, Вита, что ты на России. На России. Шевченко такой же пропагандон, как и все остальные. Просто он красиво, грамотно. У них у всех разные задачи. Кто-то там представляется... Других нет просто. Вы не подумайте, что я просто всех там хочу очернить и так далее. Других не оставили просто. Других нет. Или их маргинализовали, посадили, уничтожили, запугали, купили, выгнали. Ну и так далее. Можете продолжать. Остались только свои. Шевченко, Максим Шевченко. Это такой друг мусульман, друг кавказцев. И так далее. Что абсолютно этот друг овечьей шкуре. Никакой он не друг ни мусульман, ни кавказцев, ни украинцев. Поверьте мне, друзья. Просто других там нет. Когда они сотрудничают с властью, получают с нее бабки, кормятся, покупают квартиры, машины, получают положение в обществе. И потом они меняют свои взгляды, то они как минимум должны сбежать из России. И это еще не факт. Это может быть легендирование, как сейчас Шевчука будут вам засылать. Без сомнения, как Невзорова заслали, который уже гражданин Украины. Буду упрекать вас, украинцы, просто пока вы не лишите его гражданства. Ну или до конца просто буду упрекать вас. За то, что сделал ваш Ермак. И, ну, по Ермак там не будем. На Зеленскому далее он подписал. Занимался этим, я так полагаю, как говорит Арестович, что раз поддерживает Арестович, Геращенко заявил, ну, короче, и так далее. Ну, ваша власть. Поэтому не верьте никому, не верьте, не верьте, не верьте, друзья, не верьте. والله تصدق داتني البو Мадлен, долго царда доан, но привыкай до. Скользкий ты до невозможности. Саджиджан Саджидов. А надо быть не скользким, да, нужно быть таким ложком, чтобы вы мною, да, манипулировали. Так, вы красивый. Почему флаг США на голове, говорит? Вы красивый мужчина. Какая связь между моей красотой, которой нет, и флаг на голове? Вообще, какая связь? Асум хочу хиан шин идоцек дүйч what is? Есум хочу хиан шин идоцек дүйч what is? Им дон дела. Сундирам даделарона ише. Обис добруда. Зуба, бруда. Так, друзья, пользователь поделился с 10 товарищами. Молодец, Анвар, дуже дякую. Был у Бандеры хоть или нет? Нет, пока не был у Бандеры. Где-то через лет 55 обязательно собираюсь его увидеть. Я думаю, я чечено-бандеровец, кстати говоря. И мне обязательно нужно увидеть Джохара, Шамиля Басаева и Бандеру. Это 100%. На том свете обязательно мне надо с ними пообщаться. У меня есть много вопросов к ним. Парни серьезные были, поэтому я ими горжусь и хочу их, да, увижу, если Господь разрешит. Невзоров умер. Не надо, не говори мне, не может быть. А ну скажите, умер Невзоров или нет?
Allah эту больше осама судик чумантя. Амин, да и происходит только Шумаэл, явилась истина и сгинула ложь. А Вейэл, Адамак ясла, наук кирдацо. Россия сильная страна была и будет, а Украины скоро не будет, говорит Любовь. Да, свежо предание довериться с трудом. Так, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте ссылку. Кстати говоря, друзья, я всегда напоминаю, особенно в ТикТоке, я об этом постоянно говорю, потому что здесь много новых моих зрителей, так как в том числе и россиян у меня здесь, потому что мой канал YouTube называется Reality, Аслан Арцуев Reality. На территории фашистской России мой канал запрещен. У меня мой канал и еще есть у нас наш товарищ Антитеррор ЧРИ называется его канал. Он тоже запрещен. Ну, еще один мой канал запрещен. Все, кто не запрещены в России каналы, имейте в виду, это очень подозрительно. Особенно это касается чеченцев, чеченские там блогеры и вот сегмент чеченского интернета. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. Этот стрим, который сейчас я провожу, я его сегодня скачаю. И сегодня или завтра, может сегодня ночью, выложу у себя на том канале Reality. Подписывайтесь на мой канал в YouTube Reality и подписывайтесь здесь, друзья. Этот, кстати, канал тоже мой. Очень много уже жалоб поступило. Но пока на территории фашистской России этот TikTok-канал мой, Аслан Арцуев, не запрещен. У меня есть еще другой канал, тоже Аслан Арцуев, тоже подписывайтесь на него, ну и на этот тоже. Так, пойдемте дальше. И если ты против русских, почему на нашем языке? Серега, я не против русских, я против русских имперцев и фашистов. К сожалению, таких большинство. Так, Грозный Маршвойль, ты у меня, по-моему, модератор. Вот, флаг тебе в руки и пулемет РПК тебе в руки. Ну, очень жалко, сходи, он там лежит в Гамбурге. Где лежит? Кто лежит? Ой, иншаллах. Да, мула, явилась истина. Салам Машалу Масаги. Машвойль, мой Грозный. Да, все будет как надо. Сегодня войска с АЭС Энергодар выходят. Как думаете, какая причина? Вита, я не знаю. Никак не получается сконтактировать. То ты занят, то я. Привет, брат. Подпорная жена. Привет. Ты мне в Facebook писал? Напиши мне в Facebook. Оставь мне сообщение, я тебя там найду. Ассаламу алейкум. Машволь аса. Аллах дал эту бойла. Ва алейкум ассалам. Вай бойли дал эту. Шу массейра вай эту бойлой. Атака ичкирийского волка. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Американцы спасали Россию от голода. Если настанет опять голод, опять будут спасать? Абсолютно точно, Игорь. Абсолютно, 100%. Если у них будет голод, им будет трудно, они будут спасать. Большому, ну они знаете, как считают. Ну, во-первых, это исходит, и первое, из гуманизма, из защиты прав людей, да, голод. И в Африке очень много помощи оказывается. И Советскому Союзу, как правильно вы пишете, абсолютно их спасали, и не один раз их спасали, и так далее. И сейчас спасут. Ну и во-вторых, если они будут голодные, ну, они же будут там людей есть. Это некрасиво. Против власти они не пойдут, запомните. Они будут друг друга есть, но против власти не пойдут. Вот такие холопы. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Асан, вы общаетесь с Рубайте сейчас? Нет, Дина. После того, как она уехала домой, я не общаюсь с ней. И не собираюсь ни с кем, кто связан с фашистской Россией, общаться. Аслан, как думаешь, НАТО пойдет на защиту Украины, Виталий? Да, Виталий, я думаю, пойдет. Применение ядерного удара вам точно не грозит. Запорожская атомная электростанция утечки точно не грозит. Это все блеф. И это будет на корню уничтожено. Я думаю, продолжение войны, наоборот, как бы это ни показалось странным, украинцам выгодно. Чем больше будет идти война, тем больше
вас будет потребность, это оружие, у вас будет необходимость, потребность для Запада, потому что вы фактически защищаете не только себя, вам помогал бы Запад или нет, вам и так надо было себя защищать, правильно? Чтобы вас там используют там и так далее, не говорили. Но фактически вы защищаете Запад, как мы защищали и Запад, и вас, и дали вам 20 лет там и так далее. Это, долго, я об этом уже не раз говорил. Так вот, они, чем больше идет эта война, тем больше вы получаете вооружения, которые на 2 поколения превосходит то, что у вас имеется. Это обучение. Вы войдете в НАТО, вы будете владеть всеми видом оружия. Я только что читал, что 1000 байрактаров вам нужно. Вру, 10 000 байрактаров вам нужно. Представляете? Вы что, хотите всю Москву этими байрактарами закрыть, чтобы солнце не светило там? Я не знаю. Вот я, по-моему, 10 000, если я не ошибаюсь, была такая цифра. Украинская сторона сказала, что вам нужно 10 000. Вот. И таким образом вы будете больше, больше, больше развиваться. Да, это кровь, да, это война. Но сейчас формируется настоящая украинская нация. И русские, и все остальные, которые есть в Украине, граждане Украины, которые сражаются, которые болеют, помогают, переживают. Это все украинская нация. И вы фактически вот сейчас до конца освобождаетесь от Путина, скажем так. Поэтому слава Украине. Аслан, как ты так? Ты уже. Шалом, Аслан, Вовочка. Шалом, Вовочка. Здравствуйте, вам из Днепра. Вітаю, Black Panther. Вітаю, Днепр. Нохчала. Днепр. Добрый вечер от украинской Одессы. Алена, витаю вас, Алена, Одесса, витаю. Потому санкции наложили, чтобы Африке помочь. Что ты несешь? Ладно, это вата просто. Не обращайте внимания, они бредят очень часто. Будут спасать, чтобы те ядерное оружие не продали. Ну и в том числе, да, в том числе. Но сейчас, после победы Украины, она 100% будет, 99%, скажем так, будет. Первое условие, которое будет поставлено перед фашистской Россией, это отказ от полностью ядерного оружия. Все. Больше у русских атомного оружия не будет. Тем больше Америки будет больше денег. Тем больше Америки. Вовочка, чего? Шалом бошмово. Губетером, це тише, рота, хобуй тише, тишем. Тем больше Америки будет больше денег валить. Чем больше Америки будет... Так, блин, что за бред? Вы лично знакомы были с Дудаевым, Джохар Мусаевич? Нет, я видел его один раз на площади. Я был молодым человеком, мне лет 15, наверное, было. Нет, я не был знаком. Не войдут они в НАТО. Уже сказали ей, что Украина там не нужна. Так, идешь отсюда. Ахпат, слива, бог чарт, связять Аслане. Да, совершенно верно. Да, ты прав, они должны были отправить. На кепке американский флаг, а сам проплачен американской стороной. Валера говорит. Валер, я уже 100 раз говорил, ну не платят мне ничего. Раз вы так переживаете, вот все русские ватники и все фашисты, которые ко мне сюда заходят, всегда говорят, что я оплачен Америкой. Нет, я от души бесплатно вас мочу. Ну раз вы так переживаете, друзья, давайте обратитесь все общим письмом, соберитесь и попросите, чтобы мне американцы платили хоть. Ичкерийцы мне даже не платят, американцы мне не платят. Обратитесь, скажите, напишите открытое письмо, ну, чтобы и вам уже было в чем меня упрекать. Да? То вы меня упрекаете, а денег американцы не платят. Как бы я говорю, не платят, и там все равно вы начинаете снова и снова говорить. Давайте соберитесь, я вам отвечаю, каждый гарантированно буду показывать каждую платежку, что мне американцы заплатили. Буду выкладывать и говорить, вот, уважаемые фашисты, мне американцы заплатили вот столько-то, столько-то.
Поэтому я мочу бесплатно, сразу говорю. Но было бы неплохо, если бы собрались все русские фашисты и написали американцам письмо, чтобы, ну, и вам будет приятно, ведь правильно, что я мочу вас за деньги, и вам что сказать про меня будет. А тут бесплатно сидит идейный какой-то чечендар. Зачем вам это нужно? Давайте лучше за деньги. Так, Николечка, здравствуйте. Здравствуйте, Николечка. Слава Украине, привет из Днепра. Героям слава, Юлия. Витаю вас, Днепр. Далмула, все будет ичке. Далмула. Ого, как вы узнали, что я из Днепра. Вы следите? Конечно. Особенно, когда ты пишешь, что ты с Днепра. Так, написал. Ага, спасибо. Подпольная журналистика. Освободись сам от себя, а потом советы раздавай. Хорошо. Ассаламу алейкум, ваша ва алейкум ассалам. Так, а вас удивить, как я на эстонском могу говорить? Эстонском? Давайте. Правда, я не знаю, поэтому вы можете сказать что угодно. Эстонского языка я не знаю. Охота на кино. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Байрак машент илет бич. Хумам дай. Хунду де, да? То нохджи чуа фашистски Россия ватсам, да? Аслан, как думаешь, как долго продлится война? Это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Я не знаю на него ответа. Я могу полагать, что в следующем году будут коренные изменения. Я очень надеюсь, что в этом году это будет. В этом году я очень надеюсь, что произойдут коренным образом изменения. Но если не в этом, то в следующем, ну, практически уверен, что закончится. Но я могу ошибаться. Where are you from? Чечения. Чечения, Republic of Ичкерия. Ассаламу алейкум. Откуда Дудаев взял все эти? Так, свобода России, говорит Майнхард. Так, все эти планы. Какие планы? То, что Россия нападет, ты имеешь в виду? На Украину, там Крым, будет вот это имеешь в виду? Но я тебе могу сказать, что он был генералом советской армии. Эти планы были не в 2014 году, там, спонтанно как-то сделаны. Это планы обычно русских имперцев восстановить империю, где когда-то русский солдат убил какого-то ребенка. Вот на любой территории, где русский солдат убивал женщин, детей, насиловал, грабил, это исконно их русская земля. И вот они, даже если их оттуда прогнали, они мечтают, грезят вернуться туда и забрать снова, опять убить женщин, детей, стариков и опять их ограбить. Это вот их такая национальный вид спорта. Нет, Арне, nein, no, Russia. Чечения, Republic of Ichkeria. Так, откуда ты все это знал? Он был генералом, еще раз, пилот. Он был генералом советской армии. Ты не чечен, говорит. А ты не русак, Серега. Я из Германии, русскоговорящий, полностью с вами солидарна. Клаудио, большое спасибо за понимание и поддержку. У меня нет никаких претензий, проблем или какого-то предвзятого отношения к русским, которые не выступают за эти преступные войны, которые ведет их страна. Или не их страна, даже живя здесь в Германии, не выступает. Я это много раз говорил. Мы, например, предателей, подонков из нашего народа можем назвать подхолопными, можем назвать их кадыровцами, да, но они сами себя так называют, но мы их по-разному называем. И мы таким образом, большая часть чеченцев, хоть она и задавлена, совершен геноцид над нами, 30% нашего народа уничтожено русскими фашистами на территории, в нашей стране. Причем и русских тоже, это наши граждане. Это граждане, убито 300 тысяч граждан Чеченской Республики. И не только чеченцев. Там и евреи, и армяне, ну и русских очень много. Потому что в Грозном у нас жило очень много русских. Вот мы таким образом, я пытаюсь объяснить, что мы
а, не имеем ничего плохого, просто не убивайте нас. И все, вот что нам нужно. И для того, чтобы нам как-то отличать, нам нужно, чтобы русские, как мы кадыровцев, как-нибудь а, отказались от них. Но вместо этого другие русские имперцы в лице Каспарова, Ходорковского и так далее, они называют себя хорошими русскими. Правда, это не прижилось. Да? Наоборот, нужно их называть плохими русскими. Те, кто... Потому что для русских они плохие. Так не пойдет. Русский, который является имперцем, для меня это фашист. Ничем не лучше нациста 30-х, 40-х годов, начала 40-х годов Германии. Ну, даже хуже может быть, потому что я это сам видел все, я видел, что они творят. Это не выдумки. Мы не сидим за то, что нам там, мы не нравятся там какие-то высказывания русских или их там политический курс какой-то нам не нравится. Нам не нравится, что нас убивают и что политический курс это империализм. Вот и все. А так мы вот таких русских, как вы, Клаудия, я отношусь с большим уважением. Спасибо вам за то, что вы есть. У меня есть друзья русские. Чечня не колечко. Чечня за Россию. Говорит, не колечко, у тебя украинские флаги, и ты такой бред пишешь. Чечня не может быть за Россию. Это у Лукашенко были карты. Так, лайк, жмал, делаем, где он, охота на кино. Здравствуйте, здравствуйте, Кирилл. Привет, Светлана. Вы были когда-то в Украине? Да, был. Расскажите про суфи, спасибо. Суфи? Зачем? Сейчас не будет интересно. Ассаламу алейкум. О, алейкум ассалам. Борис, дикусо. Так, ассаламу алейкум. Вы знали, что в Таджикистане была война 95-90 и убили 300 тысяч наших? Большой алейкум ассалам, Рамазан. Нет, не знал. Так, он социал. Спасибо за подарки. Баркал Хундейре исход. И ты тоже у меня модер, да? Он социал. Чино, модер вой-вой? Модератор ты. Так, модератор. Почему не читаешь все? Почему не читаю? Читаю, что хочу, то читаю. Ассаламу алейкум с Казахстана, брат. Орки они. Ва алейкум ассалам. Аллах Казахстан. Надеюсь, Россия освободится от Путина. Там дело не в одном Путине, друзья. Вот в чем вся проблема. Дело не в Путине. Дело в террористической банде ФСБ. Сейчас Путина заменят на сына, там, например, сына Дмитрия Николая Патрушева, Дмитрия Патрушева. И все. И тот же террорист, те же тоже КГБ и ничего. Ну, просто уже как бы, как обычно, изменят название России, сменят название своей вот этой террористической банды ФСБ. Они каждый раз, как обанкротившаяся фирма, после массовых преступлений меняют название. Сменят название России, название своей вот этой террористической организации и будут жить и надеяться, что их пронесет. Это твой аккаунт, Ваша. В смысле, это твой аккаунт. Второй. Это мой, твой имеешь в виду, свой. Хуже, потому что русские называли братьями, а сделали удар из-под тишка. Это подло. Да, Дмитрий, это очень подло. Как все глухо, говорит Светлана. Да, Свет, все глухо. Ладно, ребят, всем хорошего вечера. Удачи вам и вашим близким. Дуже дякую, взаимно. Человечек, привет, говорит. Привет, Светлана. Как вы относитесь к бело-синим-белому флага России? Кирилл Келеберда. Я не верю в этот синий-белый. Он как-то резко появился, не было никакой идеи, программы. Раз появился флаг, что вот мы отстраняемся. Просто ниоткуда. Нет, я называю этот флаг, у вас открылся красный ус. Да, вот я как называю. Мимикрирование, подстраивание под конъюнктуру сегодняшнюю. Это любимое, вообще самое лучшее, что умеют делать террористы из ФСБ. Это им не надо. Обман, убийство, шпионаж, дискредитация,
подлость, коварство, лицемерие. В этом просто они суперпрофессионалы. Таких просто, наверное, в мире не существует. Причем они не ограничены рамками закона. Верно, там все в Раше прогнило. Glory to Ukraine. Слава Украине, героям слава. КГБ, СС, ФСБ, СД, говорит Игорь. Ну, КГБ, ФСБ это одно и то же. Бело-сине-белое это попытка отмазаться от ответственности за то, что творит РФИ. Да, подпольная журналистика, совершенно верно. То есть это все равно плохая Россия. Смотрите, здесь в Европе очень много нормальных русских, которые реальные, настоящие оппозиционеры. Это 100%. Я сам знаю некоторых таких людей. Но ведущими лидерами, такими лидерами общественного мнения, которое навязывается, они не являются таковыми. Нам нужно находить этих русских и самим поднимать этих русских, искренних, которые не продадутся, которые верны своим принципам и взглядам. Вот таких русских нам нужно находить. И для того, чтобы найти, надо огромную гору мусора перемолоть, чтобы найти вот этих алмазики в этой куче. Поэтому это сложная задача, я вам скажу. Но оно того стоит. Если мы найдем настоящего, они бывают настоящие в полном смысле этого слова. Да, Аллаху, водуэлва, кенчан, Украин, паратяк. Мюжги ишба. Аминь. Спасибо вам за поддержку. Трудная судьба у народов, соседствующих с Россией, но мы победим. Да, Марта, 100%. 100%. Какая роль? Не знаю, это вообще атака через Ковровская. Это я не буду на этот вопрос отвечать. Даже произносить не о чем. Доброй ночи. Витаю, Петр. Просто много людей смотрят зомбоящик. Ну, это да. Вы в Германии живете? Да, я живу в Германии. Слава Украине. Аркадий Бабченко один из немногих россиян, которых я воспринимаю. А зря. Аркадий Бабченко принимал участие в первой русско-чеченской войне срочником, как он говорит. Во второй наемником. Не контрактником, а наемником. Гранатометчиком, он говорит, был. Пытали, убивали. Он в этом не признается, но то, что был геноцид чеченского народа, это факт. Затем он был в Грузии. Есть фотография, где он сидит там на земле, и рядом лежит автомат. А он вроде говорил, что в Грузии-то он уже был как журналист. Поэтому ни Бабченко, ни Айдеру Муждабаеву, который возглавлял московский комсомолец, украинцы, не верьте. Московский комсомолец – это ГРУшная военная газетенка, в которой очень много лет не последним человеком работал этот Айдер, который является другом Бабченко. Да, красиво говорят там, и у него там тезис о рейхе, что это там Третий рейх какой-то. Никакой это не рейх, это помойка. А рейх, до рейха еще ему далеко и далеко. И не верьте, смотрите на бэкграунд. Не меняются люди в 40-50 лет, когда они совершали. Московский комсомолец, Бабченко был военным, а газета ГРУ военных, она ими курируется. Да? В России делятся на ФСБшных и на ГРУшных. Больше независимых, свободных там нет. Все. Или вы маргинал, которого просто не видно, не слышно, и вы просто несете бред. Потому что если вы начнете докапываться до истины, вас замочат, даже если вы маргинал. Или посадят. Московский комсомолец, ну просто один из главных рупоров был геноцида чеченского народа. Потому что это военные и так далее. Я каждый день читал эту газету. Перед тем, ну не каждый день, каждый раз читал эту газету. Когда спускался в метро, ехал на работу, покупал новую газету, когда жива была Анна Политковская. И вот этот московский комсомолец. Поэтому не верьте ни одному россиянину, никому, ни одному. Мы чеченцы, не россияне. Ну и всем чеченцам не верьте.
Это просто вот железобетонное должно быть правило. Все российское на время войны должно быть отторжено. Все. Есть один единственный человек у вас в Украине, за которого я могу поручиться. Сказать, что этот человек реальный, честный и никогда не предаст. Это Борис Тамахин. Ему не давали даже политического убежища долгое время. А знаете почему? Потому что он реальный враг России. А у вас там сидят, это агентура, которая его, Стамахину, он известный человек во всей России, во всем мире человек известный, в узких кругах. Ему не давали. Невзорову дали гражданство, а Стамахину долгое время не давали. Борис Стамахин, вот за этого человека я могу сказать, что этому человеку я доверяю. Больше ни одному. Это не значит, что все россияне, там, агенты, там, плохие. Огромное количество нормальных людей. Я имею в виду от публичных людей, которые там известны там, и так далее. Вот как-то так. Так, я тебя услышал, брат. Почему началась война в Грузии? Ой, ну потому что русские захотели напасть и отжать, чтобы Грузия не вошла отжать территорию, чтобы Украина не вошла в НАТО. В Бремени были, говорит Кирилл. Бремен это не Украина вообще-то, но да, у Германии в Бремени был. А почему за Америку топишь? Это величайшая страна, это отдельная история, Андрюша. Просто величайшая страна. Она дала очень многого миру, много дала и еще многого даст. Поэтому я очень уважаю и горжусь этой страной. И эта страна, единственная страна, которая на самом деле очень нас поддержала во время геноцида вами, фашистами. И много что сделала. Я, знаете, еще что хочу сказать. Радио «Свобода» на чеченском языке, радио «Маршо», было запущено, потому что чеченский язык попал в список исчезающих языков. И это была заслуга американцев. Радио «Свобода» финансируется Сенатом США только лишь за то, что ЮНЕСКО чеченский язык внесен в список исчезающих. Это русский мир к нам пришел, устроил нам геноцид, и вот у нас даже язык стал исчезающим. Поэтому там много что рассказывать. Америка – это величайшая цивилизация, которая еще лет 100 как минимум будет лидером. Я второй месяц как приехала в Германию. Как тут справиться с депрессией? Анастасия Логвина. Ну, от депрессии можно посоветовать виски и что? Шучу, конечно. Но я не знаю, что вам посоветовать. Не депрессуйте. 2-3 месяца в начале бывает. Иногда выть хочется, иногда на стены лезть хочется. Но так случилось. Я россиянин, живущий в Украине, и не пойму россиян. Если сможете, поясните мне, что с ними. Петр, если ты не можешь понять россиян, как я тебе могу пояснить? Я 5 лет живу с этой депрессией. Мака, а ты пробовала виски? Психолог вам нужен. Без психологов никуда, говорит. Да бред этот все. Да там нарвешься на какого-то психолога, который вообще загонит всю эту проблему. Нет никакой депрессии, ее не существует, друзья. Будьте позитивными, веселитесь и лезьте на амбразуру. Спрыгните с парашютом с самолета, например. Спрыгните с тарзанки, например. Ну, что-нибудь такое интересное сделайте такое. Не противозаконное, но такое, что поддержит, впрыснет адреналин в вашу кровь. Как раз таки в газете вся правила жизни для людей СССР. Да. А Навальный был на самом деле хороший политик? Нет, Навальный вообще это такой, далеко не интеллектуал, далеко не политик. Он говорит, что он был адвокатом,
И нету ни одного адвоката, чтобы вы понимали, статус адвоката получает для того, чтобы участвовать в уголовных делах. Для того, чтобы заниматься какими-то юридическими, там, гражданскими, арбитражными делами, вам не нужно быть адвокатом в России. А тем, что он занимается, типа расследования, коррупции, ну, то, что нужно было американцам, и вот он на это давил, и этим как бы пользовался. И зарабатывал деньги таким образом у западников, как мы знаем. И для этого адвокатом быть вообще не нужно было. Но он почему-то получил этот статус адвоката, видимо, для статуса. Ни в одном уголовном деле он так и не поучаствовал. Зато сейчас в своем, наверное, поучаствовал. А почему вы не в Америке? Ну, у меня родители живут в Гамбурге, и я поэтому приехал в Германию и остался тут. И не жалею, хотя с удовольствием полечу в Америку обязательно. Ближайшее, ну, не ближайшее, ну, полечу. Ну, давай побоя, говорим, мужик или боишься? Ну, давай побоя говорим, мужик или боишься? Андрюша, что значит побоя? Вы вообще откуда родом? Чеченская республика Ичкерия. Как думаете, какое будущее ждет Украину? Ангелина София, есть такая пословица «нет худа без добра». Я считаю, что Украину ждет величайшее будущее. И если бы не эта война, страшная война, война это самое страшное, что есть на этой земле. И я как чеченец, который прекрасно знает, о чем говорит, вам скажу, что это страшно. Но вот так сложилось, не вы выбирали, не вы пришли к ним с войной. И я уверен, что у вас будет намного лучше, чем было до войны и, соответственно, конечно, и во время войны. Украина станет одной из ведущих европейских стран. И я буду вас в этом поддерживать. Я сижу без денег с двумя детьми. Вот и депрессия. Да, Анастасия, это точно. Депрессия, говорят, бывает из-за отсутствия денег. Это правда. Ну что, запусть меня в чат или боишься? Нет, Андрюш, не боюсь. Просто не хочу. Я сижу без денег. Привет, привет, welcome to anime. Так, нам тоже кажется, что он что-то не то говорит. Вам тоже кажется, что он что-то не то говорит? Кто он? Я или вы обращаетесь к зрителям? Привет, Асан, рад тебя видеть. Привет, Игорь, привет. Ладно, я пошел. Удачи вам. Давай, Кирилл. Нет, не будем. Привет из Борисполя. Привет, Михаила. Привет, Борисполь. Спасибо вам большое за поддержку, Ангелина София. Дуже дякую вам, Ангелина, за благодарность. Боишься фактов? Да, я боюсь русских фактов. Так страшно. У вас так много фактов бывает, что я до сих пор не нашел никого, кто мне привел какие-то факты. Ты, кстати, можешь свои факты сюда написать. Вот эти свои убойные, бронебойные факты. Да? Анче отправил подарок. Дуже дякую за подарки. А я русский немец. Говорит. Не бывает русского немца. Бывает или русский, или немец. Может быть, немец из России, или там российского происхождения. И так далее. Но русский немец, это что-то. Может быть, как-то по-другому. Не бывает русского немца. Можете на меня подписаться, Аслан. Интерхунта. Интерхунта. Василий, ты? Александр, у тебя написано. Конечно, могу. О чем ты говоришь? Интерхунта наш чувак. Бывает, посмотри историю. Ассаламу алейкум, Азербайджан. Ва алейкум ассалам, Азербайджан. Приветствую тебя. У нас даже двойное гражданство, если ты в Германии живешь, ты должен знать это. У нас даже двойное гражданство, если ты в Германии живешь. Причем здесь двойное гражданство? Так что, по-моему, в Германии нельзя иметь двойное гражданство. Нет? По-моему, в России только можно, если вы там по какой-то там программе сюда перебираетесь.
Ну, по факту вы же, ну, так, называетесь русским немцем, а на самом деле вы русские. Причем, если, ну, это ничего плохого в этом нет. Я чеченец. Да? Но по Конституции Германии, если получаете гражданство, вы становитесь немцем. Все, вы не русский, не чеченец, не кто-либо другой, вы немец, да, в соответствии с Конституцией, законом Германии, основным законом Германии. Ну, главное, чтобы не были ватником. Вы можете и русским немцем быть, вы можете там быть и французским чеченцем, и русским, кем угодно вы можете быть. Просто не будьте имперцем и фашистом. Дайте людям жить, украинцам, чеченцам, грузинам, сирийцам. Не лезьте своими бомбами, оружием к нам. Ведь вы не вояки, вы воевать не умеете, вы нифига не умеете. У вас страна самая большая в мире, у вас огромное количество. Вы сейчас в Украину полезли для того, чтобы ваш Путин стал царем, понимаете? Вы сейчас гибнете за то, чтобы какой-то чмо стал вашим хозяином в поколениях над вашими детьми. Вы понимаете просто, что происходит? Да, Сан, жаль, что в то время, когда была у вас война, не было гаджетов, как сейчас. Вы бы показали право. Да, Игорь, абсолютно. Сейчас бы у нас было бы очень много информации, и мы бы порвали бы. Как сейчас вы, мы все вместе. Не буду себя исключать из этого. И Запад, конечно же, тоже, так как в Ютубе уже русскую пропаганду я специально смотрю, чтобы знать, о чем они говорят. Ну, очень сложно найти. Поэтому мы все порвали просто. На информационном поле порвали мы все вот этих всех пропагандонов. На боевом, на поле брани украинцы, украинские ЗСУ, украинские воины и добровольцы, и наши чеченцы в том числе, рвут просто вот эту вату. Есть еще одна проблема, друзья. И я вам скажу, мы на фронте, чеченцы, 3-4 тысячи наших бойцов победили вот эту великую вторую армию, или какая она там, наверное, с конца вторая. Мы проиграли в тылу, друзья. И я предупреждаю еще раз, еще раз и еще раз. Пожалуйста, украинцы, обращайтесь. Я не призываю к шпиономании там, и так далее, и так далее. Друзья, но вам на время и даже самим русским гражданам Украины нужно на время отказаться от всех вот этих пускай приезжают, получают гражданство, не гражданство, политическое убежище, людей реально преследуют там. Да, там есть, вот моя знакомая Ольга Смирнова, да, по Фейсбуку знакомая, ей сейчас грозит там до 7 лет. Шевчуку, может быть, даже до 10. Юрий Шевчук получает 50 тысяч рублей штраф, а Ольга Смирнова, которая с 2014 года со своими товарищами выходит на митинги в Питере, ей грозит до 7 лет. Вот вам и Шевчук, и все остальные. Поэтому нельзя просто давать никому из россиян лезть. Вот эти Невзоровщина, вся вот эта остальная вот шушера. Так. Ну вот, видно, как ты историю знаешь. Знаю, не волнуйся. Скажи что-нибудь об кровной мести Кадырова. Думаю, ты слушал очередную истерику. Да, абсолютно свободно, ты прав. Это обычная истерика, потому что кровную месть они объявляют. И так только лишь за то, что я здесь, я не с оружием в руках, не воюю. Только лишь за то, что я выступаю и говорю, да, свобода слова, она и в России как бы формально как бы должна быть. Моих родственников меня преследуют тут, ну, там много чего еще такого. Поэтому грозиться какой-то кровной местью, мы и так прекрасно знаем, что если у них получится, они убьют любого, до кого дотянутся их руки. В этом я нисколько не сомневаюсь. Ну и все, пускай болтает. Русский немец это смахивает на раздвоение личности. Да, подпольная журналистика. У России нет фактов, у них только одни фейки и пропаганда. Михаил Алехан. Да, Михаил, абсолютно с тобой согласен. Ну вот, впусти меня, я с тобой поговорю. Да иди, Андрюша, иди, давай. Привет с Израиля. Шалом, Израиль. Марина, привет. А Путин тогда русский Саддам Хусейн?
А Путин тогда русский Саддам Хусейн. Мужик в реальность не изменить. Пан Василь, приходи до мене ефір, хочете буде приходити до мене, теж прямий ефір, можете на меня подписаться. Александр, вы не пан Василий, я так понимаю, да? Так, мне таких, как ты, просто жалко. Ну, Андрюш, ну зачем сейчас ты грубишь? Ведь мы же с тобой друг другу морду не добьем, правильно сейчас? Ну, скажешь ты гадость, я тебе. Ну не позвал тебя, ну успокойся. Да, Путин у нас, и таких у них Бог. Да, Путин, и таких, и так, да, Путин, и без просто, Путин, и так у них Бог. Они молятся на него, чтобы у него было больше капитала. Да, ты молодец. Марина, ты тоже, дуже дякую. То раба, как говорится. Да, конечно, Россия это натуральный мордор, да. Доброго вечера, мы с Украины. Доброго вечера, мы с Ичкерии. Так, все, кто подарил мне подарки, благодарю вас. Слава Украине, героям слава. Салам алейкум, настоящий чеченец. Ва алейкум ассалам. Ну давай тогда разговаривать с тобой напрямую. Напиши тогда свой этот как его, комментарий. Так, друзья, я на этом свой тогда стрим закончу. Не буду вас долго утруждать или загружать своим присутствием. Ну, прими меня тогда в чат, говорит Андрюша. Ну, не приму я тебя, Андрюша. Ну, не приму, понимаешь? Напиши свой вопросик, да? Ты хочешь зайти, гадость какую-нибудь сказать, 100%. Если у тебя был бы какой-то аргумент, ты бы мне его давно написал бы, как другие ватаны до тебя. Поэтому, ладно, я свой стрим заканчиваю. Друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Этот наш стрим смотрите на канале Реалити на YouTube. Ну ладно, Андрюша, я тебя включаю буквально на 5 минут. Ты меня уговорил. Вы супер, слава Украине. Юрины. Или... Давай, Андрюш, присылай свой запрос, как там это делается. Я просто не очень в этом разбираюсь. 5 минут у тебя. Высказывай свой этот, и я стрим заканчиваю. Потому что время... Zeit ist Geld, как говорится. Время – деньги. Михаил Лехин. Так, подпольно теперь с нами. Так, давай, Андрюша. Я уже прислал тебе давно запрос. Ну, как мне его сейчас найти? Я не знаю, дружище. Так. Где здесь Андрюша? Андрюша, у меня нет времени, Леон. Я уважаю. Молодец, Александр. Дуже дякую, Александр. Я уже прислал тебе. Ну и как? Ну ты прислал. И что? Управление. Включить жалобы, сделать модератором. Я просто не умею пользоваться всем этим. Ну давай, Александр, Андрюша, давай. Попробуй еще раз мне прислать, чтобы я это видел. Ну ты должен меня подключить. Ну как, куда мне зайти, а? Вот этот самый интересный. Вот, подожди, трансляция. Вот он, Андрюша. Все, Андрюша, заходи, Леон. Остань, не трать время, брат, на всяких дворняк. Не, подожди, он еще может нормально еще оказаться. Все, Андрей, я тебя принял. Где ты? Андрюша, принял. Вот. Здравствуй. Привет, Андрей. Привет, Андрюш, привет. Вы просто сейчас говорили, что Россия напала на Грузию, и чтобы Украина не встала в НАТО. Вы до этого говорили? Ну, я имел не в виду, взяли... что Грузия Не, не вы встала. это сказали, правильно? Правильно? Я до этого может, слушал. оговориться? Подожди, Андрюш. Я имел в виду, что на Грузию напали, чтобы Грузия не вошла. Я, может, сказал Украина, потому что речь шла все время о Украине. Все хорошо, окей. Ну ладно, все нормально. Это я тогда понимаю, ошибка, да. А теперь ответьте мне, пожалуйста, почему 300 натовских экспертов подтвердили, что Грузия напала на Абхазию? Там и НАТО находится, и Америка.
Это все официальные, можно информацию взять с натовских, с интернета, это все. Почему они тогда подтвердили это? Если вы утверждаете, что Россия напала. Ну, смотрите, было бы правильно этот вопрос задавать не мне, а грузинам. Но давайте так. 300 натовских подтвердили, и это ложь, я в это не верю. Но была Нет, комиссия. это Подождите, официальные, я отвечу, это официальная подождите, я отвечу. информация. Да, но это не 300. Да, давай будем фактами. Если есть конкретная информация, 300 давайте натовских говорить. экспертов. Да. Нет, 300 натовских экспертов не могли сказать, что Грузия напала. Понимаешь, 300 натовских экспертов такой комиссии не бывает просто по Ну определению. вот посмотри в Да, была интернете. информация, Андрюш, подожди, была информация, что западные кто-то там, может это даже и Нет, не представители кто-то там, НАТО, в это чем я натовские сомневаюсь. эксперты. Не-не-не, подожди. Это натовские эксперты. Сейчас, Подтвердили. подожди, сейчас, подожди, секунду. Нет, я не говорю, что не было этой информации, что на Западе сказали, что кто-то тут сказал, но это не 300, конечно, экспертов, сказали, что напала первая Грузия. И такой спорный вопрос. Знаешь, как это очень Это часто мы, так делают еще раз, через свою НАТО агентуру. находится в Подожди, подожди, Америке. подожди, подожди. Америка тоже в Подожди, НАТО, ну ты давай. правильно? Подожди. А это так часто делается. Я не верю, что Грузия напала, потому что есть масса других Ну а почему способов, НАТО тогда это масса подтверждает? других фактов, подтверждающих, что Грузия не нападала первой. Но Ну почему была с НАТО подтверждает это? западной стороны информация, которая Это не подтверждала, что информация, это да, первой подтверждение, напала это Грузия. официальное подтверждение. Это официальное подтверждение. Вот вы сейчас Да, врете. нет, Это официально, официальное подтверждение я НАТО. Вы согласен. сейчас говорите, была информация, вот вы сейчас людям врете. Зачем вы врете? Из-за этих лайков вы наживаетесь, извините меня, но вы наживаетесь сейчас на трупах. Вот это, что Украина, вы сейчас наживаетесь, информацию перекидываете и наживаетесь на этим, лайки получаете, вот это все. Это неправильно. Вы что за человек? Нормальный человек, смотри, ты сказал, давай я тебе Нет, ну отвечу. если врать, Ну чтоб да, я ради того, ответил тебе, чтобы... елки-палки, ты вопрос мне зашел задать. Ты задал вопрос, сейчас меня обвинил и не даешь мне слово вставить, что ли? Ну, столько просил, дай Извините, минуту. отвечайте, извините, Вот, отвечайте. спасибо. Смотри, ты мне сказал, что 300. Я говорю, что 300 натовских экспертов не было. Вот на этом мы сошлись, допустим. А есть информация, была от Это официальных не источников на информация, это Западе. Да дай подтверждение, мне это сказать, ты официально. елки-палки. Ну не Андрей, дай переворачивайте тогда, сказать. не, вы переворачиваете просто, Ну ты не как даешь мне говорится, даже сказать. информацию. Вы переворачиваете информацию. Это не информация, это подтверждение НАТО. Это официальное подтверждение НАТО, правильно? Нет, я не говорю, что это НАТО, это ты говоришь НАТО. Была информация, что на Западе здесь сказали, что первая напала Грузия. Но есть такой момент. Здесь на Западе вы очень научились, ваши спецслужбы российские, очень научились пользоваться вот этими западными разными полезными товарищами, которым вы заносите кэши, и благодаря им потом вы ссылаетесь. Когда вам не Вы нужно, сейчас вы переводите этого, стрелки, перестаньте. Вы сейчас вы, переводите стрелки и опять обвиняете Россию, что здесь, значит, НАТО контролирует Россия? Если по вашей А при логике вот чем так вот здесь понимать. НАТО? Речь о НАТО вообще Андрей, Но нет. если НАТО Андрей, подтвердило, теперь это можно я официальная встряну? информация. Андрей, я сейчас, Ну, приведи мне Здравствуйте ссылку тогда. сначала. Андрей, Здравствуйте Андрей, сначала. Андрей, Да, у нас Здравствуйте еще сначала. один Андрей. Да, он поздоровался. Здравствуйте. Андрей, я задал... Андрей, я сказал здравствуйте. Так вот я... Андрей, ты не ушел? Ты тут? Я слушаю, я же не перебиваю, я Смотри. слушаю, что Ну, хотел ты там... если смотри, Андрей, если международная реакция, я сейчас как раз в интернете сейчас хочу посмотреть ту информацию, чтобы конкретно знать, кто об этом сказал. Только исходя из того, что у Грузии, это, во-первых, Цхинвал, это их территория, во-первых, Южная Осетия, их территория. Только лишь из того, что ты откроешь карту и увидишь территорию России, Вы начинаете опять сейчас... Нет, вы начинаете сейчас переворачивать все.
Россия не нападет, Грузия не нападет на Россию, понимаешь, где у нее Еще находится раз, ее это не информация, это подтверждено натомскими экспертами. Это не информация. Понимаешь, где у Еще раз, это не информация, это Андрей, подтверждено значит, что это натомскими правда, экспертами. если даже Это это не НАТО информация. сказала, если Андрей, Еще раз, это не информация, это подтверждено натомскими Андрей, экспертами. Андрей, Это не информация. где взята информация, то, что 300, где взято эти 300 человек? У тебя что-то не то. Подпольная журналистика, это у тебя микрофон. Я выключил и того, и мне пришлось его удалить, думаю, у него. Но это у тебя это был этот шум, повторялось эхо у тебя. Я тебе сейчас включу микрофон, если будет эхо, я тебя опять выключу. Так, подожди. Вы уже пригласили пользователя. Так. Я не знаю почему, но почему-то микрофон не включается у меня. Я тебя сейчас выключу и постараюсь опять ввести. Андрей, я тебя тоже верну. Сейчас, подожди. Так. Вас у меня пока нет. Вы давайте мне присылайте еще. Вот он, Андрюша и подпольная журналист. Я вас пригласил. Заходите. Так, сейчас я вам скажу. Утром 8 августа, начиная с 8 августа, на протяжении всего месяца, Совет Безопасности еще несколько раз здесь ситуацию в Грузии. По посреднической миссии выступал председатель Европейского совета, президент Франции Николя Саркози, предложил там и так далее. Так. Он выступил ведущим. Так. Посмотрим. Организация безопасности сотрудничества в Европе. Меня нормально слышно? Да, сейчас слышно, отлично, да. Андрей, у меня к вам вопрос такой. Вы сказали о том, что обратите внимание, я к вам на вы обращаюсь. Так вот. Я тоже на вы обращаюсь. Вот, я вам скажу так. Вы сказали 300 экспертов. Я задал этот вопрос. Вы сказали, в интернете это есть. Я задал этот вопрос. В интернете нету ничего близко даже релевантного. Зайдите на натовские вот эти всю историю, и она подтвердит это все. Они Подождите, это все подождите, какие зайдите на натовские зайдите истории? на эти сайты, на эти все зайдите, и она это все вам выкинет. Это все подтвердила НАТО. Это Андрей, так что перестаньте это отрицать. Андрей, подождите, Андрей, я вас услышал, теперь вы меня послушайте. Если бы это было на любом из сайтов, связанных с НАТО, то при любом запросе на английском, на русском языке, это бы выскакивало. Оно не выскакивает. Я заходил только что, я задал вопрос. Я только что задал эти вопросы на английском и задал этот вопрос на русском. Ни на русском, ни на английском этого нет. Вы взяли это, скорее всего, откуда-то из а-ля Russia Today? И у меня, во-первых, я живу... Подождите, можно я договорю? Так вот, вы взяли это с какого-то сайта, которого точно нет четких источников. Я просто не могу на самом деле найти. Еще раз, у меня нету даже русского телевидения. Я уже в Германии живу 30 лет. У меня русского телевидения до сих пор нету. Я только всю информацию беру с интернета. Это я вам отвечаю, да, чтобы вы знали, да. И, как говорится, не надо мне это подтвержденное, как говорится, натовскими, что это все началось. Для чего Грузию... Мое слово против вас. Вы говорите, что подтверждено, я говорю, что не подтверждено. Кому верить? Я вот не могу найти эту информацию, Андрей. Ты вот говоришь, что она есть. Я ну, не значит, могу. неправильно ищите. Ее можно найти, я ее находил. Ты мне такие вещи заявляешь, это уже было в 2008, и также я смотрел это в 2015, 2014, 2012, это все смотрелось. Я знаю, о чем ты говоришь. Есть информация, была информация, что западные... И это все, и она подтвержденная НАТО.
НАТО, Каким ты НАТО? говоришь. Это Нету натовские этого. эксперты, это все проверено было, это делали. Они делали, зайдите тогда вот Ну это что, дай мне где они, ссылку это все тогда, ты НАТО говоришь. Это ложь про НАТО. Это ложь про НАТО. Был европейский. Я не знаю, кто это был. Это Мы не европейский про парламент европейскую был. говорим, мы говорим Комиссия про какая-то была натовскую европейская, комиссию. Вот которая сказала, посмотрите, что это натовскую Грузия. Ну, это комиссию, обман и которая это ложь. все проверяла. Сейчас я Европейским не Союзом знаю, была кто создана это. международная комиссия. Европейским А? Союзом. Я не про Европейским европейскую Союзом комиссию, было... я говорю про Она... натовскую комиссию. Так вот, Не про натовской европейскую, комиссии а там нету такой. все находятся. Ну как нету, Это ложь. вы чё? Как нету Вы чё? натовской Это комиссии, вы вы чё? чё? Ну, Это вы, Нет, вы вы комиссия что, чё? это может и смеетесь, есть, что но ли? она не Если где-то определяла, что-то понимаешь? творится, туда не посылают натовские комиссию проверять это все. Вы хотите мне В сказать, что... смысле? НАТО посылает комиссия. тогда, когда куда хочет. Он Она не посылает. Ну обязана. вот, посылает. ООН НАТО и посылает. посылают. В первую очередь посылает ООН. ООН, Да, ОБСЕ. Он Но и не НАТО. НАТО. Причем здесь НАТО? НАТО тоже. НАТО это оборонный блок. Но это получается, Есть Андрей, ООН ты меня и извини. ОБСЕ. Андрей, ты меня ОБС... извини, но это получается такой у нас, такой, как обычно, спор с русским. Когда ты с ним о чем-то споришь, он приводит факт и говорит, сам ищи. Ну, как вы А когда любите. Ну а говоришь, я вам нету что, буду этого. должен... Да есть это, вы что, ребята, зачем вы... Так же, как... Два Перестаньте это, как два говорится... человека задали вопросы. Мы 100% со Сланом не задавали один Я в один не вижу так этого. вопросы. Ни он не нашел, ни я не нашел. Значит, Ну возникает тогда вопрос. плохо ищите. Это вы, значит, не хотите искать. Точно так же, как украинцы не хотят, и также кто другую западную, Андрюша, что не хотят Андрюша, искать факты. Андрюша, я вам расскажу такую вещь. Я вообще-то занимался финансовой аналитикой и коммерческой Ну, аналитикой. И что вы мне сейчас расскажете? Я вот вам Про финансы расскажу, давайте. что я умею анализировать и умею искать. Да, Я и не что вы буду вам сейчас... Вот рассказывать давайте, сейчас. я вас сейчас проверю. И что ваша аналитика сейчас скажет, что с финансами будет и с экономикой в будущем? А вы кто такой, чтобы Да, меня оставь проверять? финансы и Начнем с экономику. этого. Не-не, я просто... Ну, я хочу вас, как говорится, узнать, правду вы говорите или нет. Ну, это мое слово против вашего. Вы же тут рассказываете сказку о том, что на 300, Как экономика... 300 экспертов Какая... НАТО. Не-не, 300 давайте, что вы экспертов уходите НАТО. от Нету вопроса? Я вам задал вопрос. А про Вы не- экономику вы мне, расскажите. во-первых, Вы же ничего- говорите финансы и экономика. Расскажите, что ожидает будущее? Ваша экспертная анализа, как вы говорите, вы можете анализировать это все и хорошо видеть. Что вы скажете? Вы очень такой размывчатый вопрос задали. Ну Что как? Ну вы ожидать же экономику? эксперт. Экономика, и сейчас уже начинается кризис, и будет продолжаться этот кризис. Когда он начался? Вот ты сейчас Ассаламу алейкум. за 5 минут мы собрались, Аслан, собираем. Алейкум салям. Факты привести. Алейкум Куат. Приветствую тебя. Мы уходим совершенно Нет, ну вы вы просто сейчас говорите, пытаетесь- вы выкладываете себя, Аслан. ставите так, что превыше меня. Значит, Аслан. я хочу узнать, насколько подожди, вы подожди, превыше и как вы можете это все. Вот это настоящий ставим. русский, всех перебивает. Зашел. Ассаламу алейкум, я с Турции. Сейчас скажу, Алейкум. Аслан, вы Давай. запустили свинью в огород. Мы когда так Ну, говорим, давай без я оскорблений, всылаю... Влад. Давай. Вот Оскорбление. начинается кукареканье. Аслан, Вот начинаете Аслан, настоящих, Аслан, хороших, умных что? людей запускать. Молодцы. Аслан, я Нет. когда Вот это показывает всё кто-то сущность. заходит, Подожди, Андрей, мы с паном, вот он, Аслан, мы когда заходим, мы отправляем ссылку на этот сайт, Ну, конечно, так и открываем, должно показываем быть. Влад. видео, потом это Конкретно обсуждаем. сайт. А этот что? человек... Вот я все это время, пока идет диалог, я хочу найти хотя бы приблизительно похоже, о чем он говорит. Но нету этого. НАТО это вообще Есть. даже Да, этого а нет. это настоящий... Есть это. Ну, подождите, дайте мне сказать снова, друзья. Смотрите, допустим, я подтверждаю, что была информация от Запада, какого-то института, какой-то организации, которая признала, что Грузия первая. Сейчас я просто что-то смутно помню. Но я, во-первых, я не сомневаюсь, что Грузия не напала и что русские через своих проплаченных товарищей могут так делать. А во-вторых, каких это Ну пор? опять Россия, да-да. Русские опять виноваты, во всем русские виноваты. Нет, подожди, Андрей.
С каких Да не-не-не, пор вы- правильно, у тебя логика нормальная, во всем всегда другие виноваты, это всегда так Не говорят. перебивай Это... ведущего. Не Да. перебивай А, ведущего. Андрей, я тебе пока выключил микрофон. Если вы не соблюдаете никогда международное право, а вот когда вам нужно, где-то вы зацепитесь, где-то вы что-то, причем за ваши бабки, я уверен, это было сделано. Потому что Грузия вообще не сумасшедшая страна, грузины не сумасшедшие, чтобы нападать на атомную державу, как минимум, да, которая только что провела в Чеченской республике страшный геноцид, и сейчас Грузии нападать вообще не было никакого смысла. Но она хотела восстановить свою территорию, и об этом какие-то заявления не делались. И Грузию в этом обвинили. Но я знаю, что сказал ПАСЕ по этому поводу, я как раз сейчас читаю. Они сказали, что Южная Осетия является частью Грузии. Соответственно, все, что происходит на территории Грузии, это внутреннее дело Грузии. И все, что делает там Россия, она несет ответственность, она приходит на эту территорию. Сейчас я тебе включу микрофон, чтобы все было по справедливости, как говорится. Приглашение отправлено. А теперь я вам вопрос задаю. Соблюдает Америка все законы? Или она имеет право просто выходить из договоров и делать, что хотите? Нет, что было с Ираком? Не-не-не-не-не. Вы сейчас сказали, вы сейчас сказали, что Россия не соблюдает никакие законы, это все. Ты вопрос задал? Давай я отвечу. Вот я задаю. Америка соблюдает все договоры, или она может выходить сама из договоров, и, как говорится, куда в Ирак они зашли? Почему? Просто так, то что ООН им разрешила или нет? Ты задал вопрос, да? Давай я отвечу. Вот, я тебе отвечу таким же макаром. Сейчас ты перепрыгиваешь с одной темы сейчас на Америку и так далее. Я тебе говорю, никогда не сравнивай свою страну, Россию, с Америкой. Сравнивай я живу в Германии. Сейчас, да, мне без разницы, ты сейчас топишь за Россию, и я знаю, что ты... Я топлю за справедливость и за правду. Ну ладно, Андрей. если ты за правду, ты должен быть за маленькую... Ну, вы не хотите признавать, вот это, что вы говорите, например, этому можно, то, что если в Америка, как с вашей логики сейчас слушать, если в Америка большая держава, она имеет право все делать, что хочет? С вашей логики сейчас понять. Аслан, можно я встряну? Это Эфиопия, это Судан, это вот такие страны. Зачем с Америки ты лезешь? Аслан, да, можно я встряну? Можно я встряну? Смотри, Андрей, вопрос такой на засыпку. Вот мне нравится вот эта логика. Если Америка что-то нарушила, то значит нам тоже можно. Можно осудить Америку, что если она что-то нарушила, но это не значит, что тебе позволено то же самое. По одной простой причине. Если ты осуждаешь, как они действуют, то нельзя повторять их. Потому что это политика двойных стандартов. Это значит, Я тебе отвечаю на вопрос. Можно ответить на вопрос? Аслан, пускай ответит, пожалуйста. Почему вы устроили геноцид? Задают вопрос, русским задают вопрос. Почему вы чеченцам устроили геноцид? Вы же убили уже столько лет, столько людей. И русские говорят, а американцы, индейцев тоже вырезают. Которых там 200 лет назад вырезали. Вот ответ их бывает. Ну, все, я тебе включил, Андрей, микрофон, потому что ты перебиваешь. Так, все, микрофон включен. Друзья, продолжайте, еще 5 минут, и мне просто нужно уже идти. Друзья. Так, теперь я отвечаю на вопрос сначала насчет Америки. Если, значит, Америке можно все делать, значит, можно ей разрешать это делать. Почему все? Давай ты с вашей логики думать. Я задал вопрос совершенно другой. Нет, вы задали вопрос, это не значит, что надо тоже делать. Вот поэтому сейчас и не разрешают с Украиной вот это все. И поэтому Украина это только частица. Весь мир меняется, ребята. Им сейчас не дают Америке... Можно мне ответить? Нет, вы съехали с разговора и начали совершенно другой ответ. Вы ответьте на конкретный Я отвечаю на ваш вопрос. Я отвечаю на ваш вопрос. Нет, еще раз повторяю вопрос. Вам не нравится мой ответ? Нет, я хочу услышать конкретно ответ на мой вопрос, а не на крики чаек в вашей голове. Я и отвечаю на ваш вопрос. Если вы мне дадите выговорить, я отвечу вам на ваш вопрос. Дайте мне выговорить. Я вам сейчас конкретно задам вопрос и конкретно прошу ответ. Если уже второй вопрос, можно мне на первый ответить? Можно мне на первый ответить? Если Россия осуждает действия Америки,
то нельзя, не надо повторять действия Америки, а надо просто осуждать действия эти. А вы, получается, осуждаете, но действуете так же. И как вы считаете, что Америка не права. Раз Америка не права, значит нельзя повторять ее неправильные действия. А вы говорите, Все, можно Америке можно, отвечать? значит нам можно. Никто Я не это говорит, же что Америке говорю. можно. Еще раз, Ответь. можно и не ответить Я теперь на слушаю. вопрос ваш? Или вы меня Я не будете слушаю. выслушивать, будете опять Я перекрикивать? слушаю. Вот, поэтому сейчас Америке не дают все делать, что она хочет. А при чем здесь Америка? Кто Меня это? интересует, Кто почему им не дает? Россия так А делает. вы думаете, Грузия, Украина, Чечня, это все было просто так? А вы Нет, думаете, конечно. кто финансировал это все? Вы говорите, Что- Россия что все именно финансирует. А кто именно финансирует сейчас финансировал? Украину? Подожди, я сейчас отвечаю. Вы Кто отвечаете не Украину на мой вопрос. финансировать? Я отвечаю. Причем здесь, Как я причем вам... здесь финансирование Вы не хотите Украины, просто слышать мой если вы ответ. нападаете на Еще раз, не Украину? перебивайте меня, дайте мне Вы ответить. отвечаете не на мой вопрос. Вы Да, отвечаете не я на мой вопрос. отвечаю на ваш Ты не вопрос. Вам отвечаешь Нет. просто не вопрос. нравится мой Ты ответ. сам Вам просто не перебиваешь, нравится а мой я ответ. Вы перебиваю. хотите слышать Нет, то, что вы нет. хотите слышать. А Нет, я хочу- отвечаю я своим хочу мнением. Я хочу услышать Нет. ответ на мой вопрос. Я Почему отвечаю вы вам на считаете, ваш что вопрос. если То, что Америка неправильно это все. действует- Кто Украину финансирует? Теперь послушай меня. Причем здесь Украина Украина? может только 40% Я- финансировать я за- свой бюджет. Кто остальное финансирует все? Вопрос теперь. Кто финансирует? Вот вы кричите я сейчас, что задаю Россия все вопрос финансирует. вам. Причем здесь Украина? Я вам и Я- отвечаю, потому я что это, задаю вопрос. это Я не задаю с вопрос Украиной России. воюют, ребята, Андрей, это не ты с Украиной прыгаешь с вопроса воюют. на вопрос. Я Тема задаю интересна. вопрос. Это не с на Украиной Россию. воюют, ребята, это не с Украиной воюют, это воюют с Западом. Это вы мне Ой, рассказываете, я да? всё Пере- знаю. Друзья, так, Андрей, Знаете, я вам подожди, скажу, Андрей. Микрофон. я Кто тебя выключу, финансирует да, всё? Ты ему ответь. Я сейчас просто прочитаю и потом тоже Кто включусь. финансирует это все? Кто финансирует это все? Что Кто все? финансирует Украину сейчас? Кто финансирует? Так, Андрей, я тебе микрофон выключил, потому что ты очень много говоришь и перепрыгиваешь И совершенно с темы не на в тему. тему. Это такой- Да, и излюбленный такой русский Вам просто прием, не когда нравится ты мой знаешь, ответ. Ребята, давайте, это бесполезно. Давайте, я всего задаю вам вопрос по хорошего. поводу Все. России. Давай, Я пока, задаю вопрос Андрей. по Ва- поводу России, вы- а не по поводу Украины. Пока, Мне Всего вам то, что в хорошего. Украине происходит, я знаю. Давай, Мне ответьте по поводу России. Ответьте по поводу России. Да это просто Он зашел уже не ответит. поуводить. Смотрите, я вам сейчас, здесь бы сейчас грузинов как раз, грузин был хуже. Смотрите, кажется, Запад сперва осуждал Россию, но потом вроде как выяснил, что Россия не виновата. Это так? Действительно, изначально международное общественное мнение было на стороне Грузии. И у Михаила Саакашвили была репутация прозападного политика. Он пользовался значительной популярностью в США и Европе. Считается, что, понимая это, российские власти сопровождали военную операцию кампанией в медиа. В частности, российских военных сопровождали журналисты, а представители вооруженных сил РФ с готовностью давали интервью и комментарии прессе. По некоторым данным, на информационное обеспечение войны Кремль потратил значительные средства. Однако в итоге медийная кампания была проиграна. В частности, мировые СМИ писали о России как об агрессоре в ходе войны. В декабре 2008 года при ЕС была создана независимая комиссия по расследованию обстоятельств, которые привели к конфликту. В сентябре 2009 года комиссия опубликовала итоговый доклад, в котором утверждалось, что ответственность за начало военных действий лежит на Грузии. Однако отмечается, что в предшествующие месяцы Россия совершала многочисленные акты провокаций. Во-первых, не НАТО, а ЕС. И не СО ЕС, а комиссия это была. И не 300, как это было сказано. Правда, что Саакашвили надеялся на помощь и так далее. Вот и весь ответ, что комиссия, Европейская комиссия, мы знаем, что сегодня Литва запретила транзит через свою территорию российских товаров в Калининград. Так вот, Европейский Союз вынудил Литву снять часть санкций, часть запрета на транспортировку через свою территорию, так как Литва обязана подчиняться. В Европейский Союз входят много стран, которые в том числе являются агентами, на зарплате и так далее, и так далее. Поэтому такая вещь появилась. Я слышал, и вот он меня запутал, НАТО, это была комиссия ЕС.
И вот эта комиссия, да, она сказала, что часть вины Грузии была, но я знаю, как Россия умеет подстраивать, я знаю, как она потом может подделывать. Нас, чеченцев, обвинили во всех смертных грехах. Нас, чеченцев, назвали самыми террористами, самыми кровавыми людьми на этой земле. Хотя это абсолютно не так. Взорвав свои же дома, русские террористы обвинили нас в этом и начали нас убивать. Поэтому мне про Россию и про ее тактику, что там какой-то Евросоюз, какая-то комиссия что-то сказала, ничего доказывать, объяснять мне по этому поводу не надо. Андрей, если ты меня смотришь, если ты нас сейчас смотришь, доказывать не надо. Я могу тебе сказать, что Россия напала на чужую суверенную страну и оккупировала часть ее территории. Я могу сказать, что напала на мою страну и оккупировала всю эту территорию, взорвав своих же граждан. Я могу сказать, что Украина тоже не нападала на Россию. И ее танки находятся на территории Украины. Мы маленькие государства, Украина-то еще большое, мы маленькие, Ичкерия, Грузия. Мы на карте Чечню найти невозможно даже без там, если это небольшая карта. Поэтому, бред, конечно, бред, все, что ты говоришь, Андрей. Тем более переиначиваешь, крутишь век и перебиваешь. Самое главное, чтобы не дать тебе сказать. Так, В 2014 году россияне зашли в мой Донецк, зашли в Луганск, нашего друга Сергея «Украина не Россия». Мы были свидетелями этого всего. И поэтому, когда начинают рассказывать о том, что кто виноват, потому что Украину сейчас финансируют. Да, Украину сейчас финансируют. Потому что Украина не может без финансовой помощи. Без финансовой помощи мы не можем сейчас сопротивляться громадному монстру, который саккумулировал большое количество денег. Да. Они готовились, я могу даже сказать, с какого года. С 2004-го. Могу даже сказать, почему 2004-го. Они и раньше, 94 не, они и раньше готовились, но 2004 это был показательным. Почему, если я не ошибаюсь, это был конфликт за остров Тузла. Когда Россия попыталась сделать косу, объединить остров Тузла со своей территорией. Для чего? Для того, чтобы закрыть фарватер в Азовское море. И они тогда не ожидали, что окажется у нашего не совсем нами любимого президента Кучмы окажутся довольно-таки железные шары. И он сказал, что еще 1 метр в нашу сторону, и я это разбомблю ракетами. После этого произошло что? Постепенно приводится подкупом, шантажом, всем остальным приводятся на руководящие должности в Министерствах обороны люди с российским гражданством. Когда Янукович убежал, министром обороны и СБУшником главным были граждане России. Они занимались распродажей украинского вооружения, всего остального, для того, чтобы Украина не смогла сопротивляться России. Потому что тогда они испугались. Тогда украинская армия была довольно-таки большая, она была полумиллионная практически. При Януковиче украинская армия уже была меньше 200 тысяч. Притом половина из этих 200 тысяч это были номинальные должности, то есть там никого не было. Все сокращали в ноль. И поэтому рассказывать о том, что вот Грузия виновата была. Грузию планомерно из месяца в месяц провоцировали обстрелами российские войска. И когда Грузия ответила, конкретно ответила на эти обстрелы, в ту же секунду. То есть вы поймите, что если Россия отреагировала на обстрел Грузии, то, если не ошибаюсь, этот проход вот этот тут возле Цхинвала, да, я не помню, как он называется, российские войска оказались в ту же минуту там, буквально в течение 2 часов. Вы представьте, то есть они находились прямо вот на этом перевале. Готовы были, да. Они были готовы к этому. То есть это была сознательно, заранее подготовленная операция. Если бы Россия отреагировала на то, что было, то это бы в лучшем случае было через несколько суток. Конечно.
Потому что, извините меня, военная колонна движется со скоростью где-то порядка 20 километров в час. Это мы хорошо знаем в Украине. Мы очень хорошо знаем. 10-20 километров в час. Она не летит по 60, по 80 километров. А они оказались буквально в течение нескольких часов. То есть они находились на расстоянии там, 10-12 километров от этого перевала. Поэтому не надо рассказывать о том, что вот Грузия напала. Грузия напала, так же как Украина напала на Донецк и Луганск, да, на свои территории, так Грузия напала на свои же территории, Абхазию, да, Абхазию и Южную Осетию. Вы мне, дончанину, рассказываете о том, что Украина напала на Донецк. Вот это все факты, которые они приводят. Вот факт передергивания, обман, НАТО, 300 человек там и так далее, и так далее. И Но когда фактов на поверку оказывается, это знаешь, как в этом анекдоте, когда говорит там Абрам, говорит, еврей, говорит, говорят, ты там еврей, говорит, еврею, говорит, Абрам, говорят, ты вчера миллион выиграл в казино, $1 миллион выиграл. Да. Он говорит, ну не выиграл, да, проиграл. Говорит, да, говорит, ну не совсем так, говорит, я, говорит, не вчера, говорит, а позавчера, или там год назад, что ли, и не выиграл, а проиграл, и не миллион, а $10. Поэтому вот приблизительно вот такая получается история, когда ты начинаешь копаться. Поэтому... Единственное, извини, что перебиваю, единственное заключение было о грузинской войне, это было как раз заключение, ты правильно сказал, Еврокомиссии, и оно было двузначное. То есть оно состояло большой доклад, и Россия всегда берет первую часть, а Грузия берет вторую часть. Почему? Потому что в первой части говорится о том, что Грузия применила излишнюю силу, но во второй части россияне игнорируют вторую часть. А во второй части обвиняется Россия как страна-агрессор. Да нет, даже вот исходя из того, что маленькая Грузия не могла напасть на Россию, на российских там миротворцев, которые находились в Цхинвале тогда в Южной Осетии, то это вообще, ну, конечно же, это не стоит выведено яйца, но то, что я не владел информацией, именно там, какая комиссия, что, как, это дало ему время немного нас с тобой тут потрепать нам нервы, рассказывая просто, потом перепрыгивая на Америку, и все остальное. Так, подпольный. Я на этом заканчиваю свой стрим. Окей, все, спасибо. Да, я с тобой завтра или сегодня, завтра с тобой, сегодня завтра. С тобой. Ну, а запишем с тобой завтра. Запишем завтра. Всего самого хорошего. Все, давай на связи. Давай взаимно. Пока-пока. Все, всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Это, кстати, очень интересный такой получается стрим, когда можно вот так дискутировать. Главное, чтобы вот не орать друг друга. Это было бы интересно. Обязательно надо будет это сделать еще раз. Я просто так не общался. Именно особенно с Ватаном было интересно. Хотя вроде с Германией. Всего самого хорошего. До свидания, друзья. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Всего хорошего.